В этом году в Кыргызстане айкос приравняли к обычным сигаретам. Утверждение, что айкос настолько же губителен для организма, насколько это правда? Давайте разбираться. Вреден ли айкос для организма? Хороший вопрос, Арген. Отвечу кратко. Айкос не полностью безвреден, но если брать совокупность всех исследований наших клинических, лабораторных, то использование айкоса несет в себе гораздо меньший риск для здоровья, чем курение сигарет. Всем привет! С вами Арген Камалдинов. У нас сегодня эксклюзивное интервью. В гостях у нас Олжас Бибанов, представитель компании Philip Morris. Олжас, добро пожаловать в Кыргызстан. Рахмат, Арген, спасибо за встречу. Ваш продукт в интернете многие критикуют, даже вас в том числе, потому что вы ссылаетесь только на ваши собственные исследования. Арген, согласитесь, да, компания презентовала свой продукт в 2014 году. И вполне естественно, что мы в большей степени заинтересованы эти исследования проводить. Почему? Потому что именно мы заинтересованы этот продукт изучать. Но нельзя забывать, что, во-первых, все эти исследования, их свыше 340 собственных работ, они доступны для абсолютно всех. То есть для научного сообщества, для наших критиков, для наших оппонентов, да, для любой организации, которая хочет подвергнуть сомнению, она это может сделать, зайдя на наш веб-сайт, специальный веб-сайт pmiscience.com. То есть PMI, Philip Morris, наука. Любой человек, желающий, может зайти и проверить, насколько правдивы либо неправдивы. И что самое интересное, что помимо этих работ есть еще свыше 30 работ независимых исследователей, в том числе государственных органов, очень авторитетных, которые также изучали наш продукт. И в целом мы пришли, и они приходим к одинаковым выводам. Да? Самый главный вывод всех этих исследований, он заключается в том, что совокупность тех доказательств, которые наши исследования содержат, они позволяют говорить уже о том, что люди, которые полностью перешли на наш продукт, на айкос, и не вернулись к сигаретам, то есть не используют сигареты, их риск для здоровья намного меньше в сравнении с тем, что если бы они продолжали курить. Здесь я бы хотел подчеркнуть три основных вывода, да, которые наши и сторонние исследования, они в принципе к этому приходят. Да. Первое — это то, что айкос, самое главное, он не исключает процесс горения. В нем есть нагревание. Это очень важно, да, как я уже сказал. Второй вывод — то, что аэрозоль от айкоса, да, на 95% содержит меньше вредных химических веществ, чем дым сигареты. То есть токсинов в среднем на 95% меньше. И третий вывод: айкос можно использовать в помещениях, не создавая риск пассивного курения для других, для окружающих. То есть для нас это достаточно показательно. Но есть же и другие альтернативы этих электронных. Видите как, в чем уникальность, так скажем, именно вашего продукта? Да, я не берусь судить за электронные сигареты, это абсолютно две разные технологии. Технология айкоса подразумевает нагревание табака, то есть в стиках, которые вставляются в айкос, содержится натуральный табак, и в этом табаке этот табак нагревается. Да? Что касается электронных сигарет, то там принцип немного другой. То есть Philip Morris, мы тоже разрабатываем продукт электронной сигареты. Там в капсулах содержится жидкий никотин. И никотин, он также преобразуется в аэрозоль, который вдыхается. В принципе, разница есть уже на уровне содержания продуктов. Там есть никотин, а там есть табак. Те, кто курил сигареты и хочет отказаться от сигарет, но тем не менее оставить вкус табака, он, естественно, с большей вероятностью предпочтет айкос, чем электронные сигареты. Основная аудитория, точнее цель вашей компании, ваши покупатели, это начинающие курильщики или же курильщики со стажем? Арген, это на самом деле достаточно популярный миф, который с удовольствием культивируется нашими оппонентами. Да? Давайте разберемся вообще, что такое продукт айкос и для кого он предназначается. Да? Видение Philip Morris заключается в том, что есть сложившиеся курильщики, взрослые, да? Которые, естественно, по разным причинам, кто-то из них не собирается отказываться от курения вообще. В силу того, что кто-то получает наслаждение от табака. Есть недавнее исследование привычек британцев, которое показало о том, что 70% из них, они в принципе готовы переключиться на более
на альтернативную продукцию, менее вредную продукцию табачную, да, тогда как остальные 30% они не собираются это делать. Но вот видение Филипп Моррис заключается в том, чтобы дать альтернативу сигаретам, менее вредную, тем людям, которые не собираются отказываться от никотина и от табака. Но таким образом мы просто поможем снизить риски для здоровья этим людям. Цель вашей компании – действующие курильщики или же курильщики с большим стажем? Интересный вопрос и опять-таки очередной миф. Да? То есть тот, кто однажды хотя бы заходил в магазин IQOS, интересовался ценой устройства, он знает, что это достаточно премиальный продукт, в цене которого отражены все высокие технологии, которые он содержит в себе. Соответственно, вот ты хотя бы хоть раз в жизни видел подростка с IQOS? Ну, по крайней мере, нет, но с электронными вот такими вот сигаретами... С вейпами это отдельный абсолютно разговор, и ты здесь правильно абсолютно упомянул, да, но я тебе просто скажу, что, во-первых, самое главное, что подросток или ребенок, который захочет взять IQOS и приобрести, да, ему будет это, во-первых, очень сложно сделать. Почему? Потому что при покупке обязательно потребует удостоверения личности. Ну, допустим, в Казахстане люди старше 21 года могут купить, позволить себе, да, при условии, что они докажут, что они курильщики. Второе – это цена устройства, и она достаточно высока для того, чтобы подросток мог купить. Но, как ты правильно заметил, да, если вот кто-то всерьез озабочен подростковым курением, он в первую очередь должен обратить внимание на одноразовые вейпы. Почему? Потому что цена абсолютно бросовая, каждый ребенок может себе это позволить. Мы это видим действительно, что как минимум в Казахстане, в России эту проблему обсуждают открыто достаточно, что школьники используют эти вейпы. А сертификация и производители недостаточно такие размытые, никто их не знает. Есть ли эта сертификация и кто производитель. Кроме того, да, вот наши собственные исследования Филипп Морриса, они показывают о том, что интерес тех людей, которые вообще раньше не курили, интерес подростков к нашему продукту он очень минимальный. Да. В Казахстане мы делали замеры, что средний возраст людей, которые покупают IQOS себе, 32 года. То есть, о каких подростках идет речь? Следующий вопрос. IQOS – это схема, придуманная вами, чтобы уйти от акцизного налога. Так ли это? Хороший вопрос. И здесь я отвечу следующее. Да, что такое вот подход к регулированию Филипп Моррис? Да? Мы в первую очередь, как табачная компания, мы понимаем, что регулирование оно должно быть нашей отрасли, да, табачной отрасли. Но регулирование должно преследовать две цели. Да? Первая цель, она не должна регулирование побуждать людей начинать курить. Не создавать условия для того, чтобы люди начинали курить. И второе, регулирование должно мотивировать людей отказываться от курения. Что касается налогов, акцизов в частности, да, я понимаю, что мы очень глубоко здесь задели наших конкурентов, да, поэтому мы видим определенные усилия, которые вбрасываются через абсолютно разных людей, чтобы уравнять акцизы на сигареты и на нашу продукцию. Но что я хочу сказать, что мы в первую очередь думаем, что регулирование, оно должно основываться, налогообложение должно основываться на степени риска. То есть более вредные продукты должны облагаться более высоким акцизом. Менее вредные продукты они должны облагаться меньшим акцизом. Для чего? Для того, чтобы побуждать людей переходить с более вредных на менее вредных и таким образом получать от этого преимущество. Да? И высокие акцизы на нагреваемый табак, на электронные сигареты, сертифицированные, да, они в первую очередь не в интересах курильщиков. Они не в интересах общественного здравоохранения, которое несет достаточно большую нагрузку на то, чтобы лечить последствия от курения. Я хотел еще привести пример Евросоюза. Да? Вот там как раз-таки есть вот этот дифференцированный подход к акцизам на нагреваемый табак и к акцизам на сигареты. И эта разница, она достаточно существенная, до 70%. У нас последний вопрос. Кому выгодно плодить столько мифов вокруг вашей компании? Вот у кого мы забираем эту долю рынка, ну, естественно, тем и выгодно. Наш продукт, он все-таки дисруптивный, то есть он подрывает традиционные устои, он подрывает традиционные сигареты. И, естественно, при этом есть разного рода антитабачные организации, у которых стоит более, скажем так, идеологическая цель добиться запретов. Но, как мы уже с тобой обсудили, да, запреты, они работают не всегда. И на взрослых людях они, скорее всего, не работают. И я думаю, что каждый из нас мог в этом убедиться последние 1,5 года, да, как началась пандемия.
Есть люди, которые отказываются носить маску, есть те, которые носят маску. Вот отказ носить маску – это именно сопротивление всем запретам, которые государство каким-то образом пытается навязать. И здесь не надо быть, знаешь, там, 7 пядей во лбу, чтобы понять, что на взрослых людях запреты не всегда работают. Олжас, огромное вам спасибо, что уделили нам время. Чон Рахмат! Коп рахмет.